Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. К исходу лета 1578 года османы уже захватили часть территории Ширвана. Османское командование было настолько уверено в подчинении своему влиянию всего Ширвана, что утвердили здесь новую османскую провинцию со столицей в Шимахе, во главе которой был поставлен Осман-паша Оз-Демир. Согласно ранее составленному плану османского военного командования, завоевание Ширвана должно было осуществиться при одновременном подходе османской армии с восточного направления и войска крымских татар с северного. Но пока крымская армия приближалась к Шимахе, в ноябре 1578 года 20-тысячное войско персов под предводительством Арас-хана приблизилось к Шимахе и уже 17 ноября осадило столицу. В этот же день османы открыли огонь по неприятелю более чем из 50 пушек. Как сообщает османский летописец Ибраим Рахимизаде, ожесточенный бой за Шимаху продолжался между османами и персами в течение 3 дней. Персы предприняли героическое усилие для овладения Шимахой, и им почти удалось сломить сопротивление противника. Победа фактически уже была на стороне сефевидских войск. Османская армия находилась в критическом состоянии. Сам главнокомандующий Осман-паша Оз-Демир пал духом, ведь войска бывшего сефевидского правителя Ширвана Арас-хана окружили город. Но в самый неожиданный момент в тылу у персов появляется 15-тысячная крымско-татарская конница. Свежие силы воинов во главе с Адилем, Мубареком и Гази-Гераями спасли османов от неминуемого поражения и разгромили персов.
Главнокомандующий персидской армией Араз-хан не мог поверить в случившееся. Он отвергает уговоры своих эмиров сделать попытку пробиться через плотное кольцо крымцев и вернуться на южный берег реки Куры. Будучи окружен крымскими татарами, а также присоединившимися к ним лезгинами и ширванскими повстанцами, персы проявляют непоколебимую стойкость, бросив дерзкий вызов смерти. В конце концов, Араз-хан, видя, что гибнут его лучшие воины, принимает решение отступить. Но было поздно. Крымские татары взяли в плотное кольцо персов, а сам Араз-хан попадает в плен. С 17 ноября 1578 года Шамаханское сражение было выиграно благодаря крымским аскерам. Персидская сторона понесла огромные потери. Число погибших насчитывало около 8 тысяч человек. Примерно столько же было раненых и пропавших. На следующий день Араз-хан был казнен. А после, по словам очевидцев событий, османского летописца Ибрагима Рахимизаде, 3 дня продолжалось грандиозное пиршество в честь крымско-татарских принцев. Осман-паша лично преподнес Калге и 2 татарским принцам на шелковых подушках почетные халаты, мечи и кинжалы, усыпанные драгоценными камнями. Он также сообщает, что во дворе их ждут лучшие племенные арабские скакуны. Во время пиршества Адиль-Герай узнает, что часть войска Араз-хана отступила на южный берег Куры. Он предлагает своим братьям и Осману-паше нанести удар по лагерю противника. Ост-Тимир не уверен в этом. Он не хочет отпускать крымских татар. Однако брата поддерживают Мубарек и Гази. Спустя 3 дня крымско-татарская конница переходит на южный берег реки Куры. Она направляется к местности Сальян. Здесь находится часть персидской армии казненного Араз-хана. Адиль-Герай отдал распоряжение выслать вперед небольшой передовой отряд. Их задача состояла собрать информацию о местности, о численности и расположении войска. После того, как его распоряжение было выполнено, принцы принимают решение воспользоваться внезапной тактикой нападения на лагерь персов. За считанные часы принцы одержали победу и захватывают большое количество трофеев и пленных. Здесь стоит сказать, что Сефевидский двор не был заинтересован в войне с Османской империей. Он пытался урегулировать ситуацию мирным путем. Но поскольку эти попытки оказались безуспешными, персы, мобилизировав все силы, отправились в военный поход против османов в Ширван. Восьмидесятитысячная объединенная сефевидская армия во главе с принцем Хамзой и визирем Салманом Мурзой, переправившись через понтонный мост на Куре, 26 ноября подошли к Шимахе.
Во время этой кампании мать принца Хамзы настояла на том, чтобы сопровождать сына. Окружив город со всех сторон, персидские войска начали наступление с верхней части города со стороны крепости Гулистан. Сломив сопротивление османов, персы ворвались в город. Сражения вылились в уличные бои и продолжались сутки. Осман-паша находит возможность отправить гонца с письмом к Адилю Гераю. Он пишет: «Срочно направляйтесь к нам. Мы вместе должны встретить то, что нас ожидает, будь то удача или беда». Однако конец был перехвачен персами. Персидский принц, узнав содержание письма, тут же отдает распоряжение снять часть сефевидской армии и отправить навстречу крымским татарам. Он не скрывает от своих боевых товарищей, что опасается не османов, а крымцев, ведь они в любой момент могли ударить в тыл его армии. Сражение персов и крымских татар произошло в местечке Мола-Хасан на берегу реки Аксу 28 ноября 1578 года. Первыми в бой выступили передовые отряды противостоящих сторон. Адиль-Герай не был готов к предстоящему сражению. Крымцы не сумели сдержать натиск персидских войск, и несмотря на личный героизм Адиля Герая, ринувшегося в бой как разъяренный лев, сражение закончилось разгромом крымско-татарского войска. Сам Адиль Герай и два его брата, Гази и Мубарек, попали в плен. Османы не пришли на помощь крымцам. Напротив, они оставили союзников на произвол судьбы и по приказу Османа-паши вышли из Шимахи, укрывшись в Демир-Капу, в современном Дербенте. Что же касается персов, то благодаря столь высоким пленникам, как крымские принцы, они имели возможность положить конец войне с османами. А главным в этой игре оказался Адиль Герай, который вместе с принцем Хамзой и братьями прибыл в город Казвин. Как сообщают источники, Адиль Герай был красивый мужчина 35 лет, и, возможно, он нравился супруге шаха Персии Мухаммеда Худабенде Хайр-ан-Нисы Бегим, властной женщине и, по сути, правительнице империи сефевидов. Возможно, между принцем и персидской правительницей зародились чувства. Однако для Хайр-ан-Нисы интересы ее державы были превыше всего. Первая дама в империи открыто говорила Адилю Гераю, что сефевиды заинтересованы в том, чтобы породниться с домом Герая. У Мухаммеда Худабенде есть несколько дочерей, и одна из них вполне могла бы стать женой наследника крымского трона Адиля Герая.
Адиль был не в том положении, чтобы решать такие вопросы. И уже очень скоро шах Мухаммед Худабенде отправляет в Бахчисарай к хану Мухаммеду Гераю целое посольство. В личном письме хану шах обещает отпустить Калгу Адиля и 2 других братьев, если к Сефевидскому двору прибудет делегация из крымских беев просить руки его дочери. Такая новость взволновала крымский двор. Безусловно, династический брак был выгоден обеим сторонам конфликта и мог раз и навсегда изменить геополитику Крыма, укрепив его позиции на Востоке. Ради интересов своей страны крымский хан готов принять предложение персидского шаха. Но об этом уже в следующей серии.